Матрена Васильевна пришла на 14-й сеанс терапии. У женщины были проблемы с позвоночником, и до недавнего времени она с трудом могла самостоятельно передвигаться. Я с января 12-го я вообще лежала. Сейчас вот март, середина. Ага, я уже бегаю. Каждому пациенту реабилитационного центра лечение подбирают индивидуально. Здесь восстанавливают после инсультов, инфарктов, ставят на ноги после серьезных травм. Кроме обычных стандартов физиокабинета, есть аппараты, способные разработать мышцы пациента буквально по миллиметрам. Аппарат сам изгибает, разгибает ногу в коленном суставе травмированном, тем самым увеличивается объем движения коленного сустава. До октября прошлого года проводить восстановительную терапию приходилось в весьма стесненных условиях. В маленьких кабинетах негде было разместить комплекс оборудования. Сегодня центр отвечает всем стандартам третьего этапа реабилитации. Ведут прием врачи по лечебной физкультуре, по физиотерапии, мануальной терапии, массажисты, механотерапия. Работа ведется как со взрослыми, так и с детьми. В числе прочего, маленьким пациентам исправляют сколиоз, проводят восстановительную терапию для больных ДЦП. В здании даже есть небольшой бассейн, который вместе с уникальной солнечной установкой дает мощный лечебный эффект. Особой популярностью в реабилитационном центре пользуется симулятор солнца. Аппарат создает эффект естественного солнечного света и особенно актуален для тех регионов, где его мало. Якутские врачи закупили данную установку первыми на Дальнем Востоке. Готовится к открытию кабинет с грязелечением. Попасть в современный реабилитационный центр, как оказалось, довольно просто. Специалисты принимают по направлению или по самообращению. При этом абсолютно бесплатно. Нужен лишь медицинский полис и СНИЛС. Анна Лебединская, Максим Бурцев, Вести, Якутск.